Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию книжное соцветие, состоящее из книг, вызвавших интерес у читателей в этом сезоне. Роман-эпопея Мухтара Ойзова «Путь Абая» не теряет своей актуальности, пользуется спросом у читателей и по праву считается вершиной казахской литературы. Вы еще не прочли Абая? Значит, вы ничего не читали. Это невероятно, это удивительно. Степь ожила и пошла на вас со всем великолепием ее первозданной природы, ее жестами и цельными характерами. Это мнение известного немецкого писателя и переводчика Альфреда Куреллы выразило чувства зарубежных критиков и писателей от знакомства с первой казахской эпопеей. На фоне образа поэта Абая Кунанбаева прослежены процессы формирования казахского национального характера. Те духовные силы, которые жили в народе и стали залогом его светлого будущего. Ойзов мастерски изображает своего героя на протяжении всего романа. Подросток с нежной и ранимой душой, влюбленный юноша, глава семейства, учитель и наставник молодежи, друг народа и поэт-борец. Это все Абай. За полвека Абай видел в своей жизни и радость, и горе, испытал предательство и обман людей, потерял близких, достиг почета и славы среди народа. Однако он не смог стать другом для своего отца, с которым враждовал и боролся долгое время. Гузель Яхина – самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Ее роман «Зулейха» открывает глаза о тяжелом советском прошлом. Зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. 30 ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированные элементы и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши. Все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главное из которых – испытание любовью и прощением. Также для прочтения можем предложить вам бестселлер Гузель Яхиной «Дети мои» и новый роман путешествия «Эшелон на Самарканд». Предлагаем вашему вниманию роман «Щегол» Доны Тарт. Нашумевшая книга, нашумевшая экранизация. Читатели и зрители разделились на два лагеря. Одни, кто считает «Щегла» шедевром, вторые, кто называют его переоцененным. Предлагаем вам прочитать и составить свое мнение об этой книге. Мы просто хотим понять, что произошло. Расскажи, что ты помнишь. Мне нравится вот это. Где ты был, когда все случилось? Я не помню. Ты видел людей, когда был там? Да. Что они делали? Они были мертвы. Центральный персонаж – мальчик Тео Декер. В романе описаны 15 лет его жизни, начиная с рокового утра в музее, где 13-летний Тео чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам чужим семьям, от Нью-Йорка до Лас-Вегаса. Его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не привело его к гибели, становится украденным им из музея шедевр голландского старого мастера.